Глава Башкортостана Ради Хабиров посетил с рабочим визитом Татышлинские и Балтачевские районы республики. В ходе поездки руководитель региона осмотрел производственные предприятия, социальные и культурные объекты и пообщался с молодыми спортсменами. О чем говорили и какие решения приняты по итогам поездки, в репортаже Азата Садриева. Пока здесь слышен лишь шум строительной техники. Новый детский сад в центре села Старый Курдым Татышлинского района откроется этим летом. Стоимость объекта порядка 95 миллионов рублей. Спортивные и музыкальные залы, просторные игровые комнаты и пищеблок, оборудованный современной техникой, строители создадут условия не хуже, чем в городских дошкольных учреждениях. 25 октября, за 2 месяца подняли. Очень просто завал. Одно и то же, да, 900 квадратов. После сдачи объекта с высоты птичьего полета его запечатлят сотрудники производственной базы «Мегабит». Одно из направлений деятельности предприятия – картографическая аэросъемка. После реконструкции цехов здесь также удалось увеличить мощности по выпуску строительных материалов. А они у покупателей на расхват, как и профнастил, который производит местный индивидуальный предприниматель Равис Дельмухаметов. В прошлом году он инвестировал в развитие своего дела свыше 12 миллионов рублей. Рабочими местами обеспечены 85 жителей района. Я по пути не видел, что так делают. Это такая редко, но пока... Но уже начали делать. Да, вот такое, да, очень здорово. Я первый раз слышу. Не остались без коллективной фотографии с главой Башкортостана и местные баскетболисты. Во время посещения районного дворца культуры как раз шла тренировка. Спортзал открыт при ДК. Ну, баскетбол у нас один из любимых видов спорта в районе. Очень хорошо занимается, условия хорошие, мячей хватает, спортзал хороший. Если объектов спорта и культуры в районе хватает, то вот с детской стоматологией проблема. Отчасти ее удалось решить после открытия специализированного кабинета в школе номер 1 села Верхние Татышлы. Капитальный ремонт тут проведен в рамках республиканского проекта «Взлетай». Она нашпингована, чем нужно. Современные, да? Да, все есть абсолютно. Это турбинки, все вот эти наконечники, скайлер для удаления, для профилактики, для лечения. Все абсолютно есть. Слюноотсос, абсолютно все работает. Вопросы строительства жилья Ради Хабиров обсудил с жителями Балтачевского района. Встреча прошла в деревне Штанды. Здесь же глава Башкортостана осмотрел школу и детский сад, которые рабочие готовятся сдать под ключ этим летом. Объект входит в число юбилейных к столетию республики. После ваших рекомендаций изменение проекта произошло. Получается, будет футбольное поле с беговыми дорожками. Есть все спортивные дорожки полностью в резиновой дорожке, в резиновом покрытии. Без чего новоселы не останутся, так это без электричества. Еще на этапе строительства участки подключает к сети компания «Балтачевская сельэнерго». Предприятие было создано еще в 1977 году и с тех пор не только поставляет электричество в жилые дома и социальные объекты, но и само протягивает новые ЛЭП и производит трансформаторы. Вот то, что вот последние участки были нарезаны, был даже уже, знаешь, и газопровод кирде, ну там по водопроводу. Дороги сделали в этом году. Да, очень много. Ради Хабиров дал положительную оценку работе муниципалитета по привлечению врачей. Порядка 30 молодых специалистов пополнили штат центральной районной больницы. Ну, что важно, что у нас же сейчас столько много программ. Если глава добросовестно все программы отрабатывает, федеральные, республиканские, свои муниципальные, тогда все в порядке. Потому что все эти программы, по крайней мере, федеральные и республиканские, они все подкреплены деньгами. Их надо вовремя освоить, их надо вовремя конкурсные процедуры провести, их качественно надо выполнить. И очень важно с людьми советоваться, когда это делать. За день глава республики проехал свыше 500 километров, побывал на 15 объектах Татышлинского и Балтачевского районов. При этом некоторые встречи с жителями были незапланированными. Кто-то благодарил, кто-то обратился с просьбами и пожеланиями. Каждый вопрос сельчан взят на особый контроль. Текущая поездка стала первым рабочим визитом Ради Хабирова в муниципалитеты в 2020 году. В 2019 таких поездок было 98, и в каждой из них особое внимание уделялось общению с жителями. Учитывая, сколько недосказанных слов и нерешенных вопросов осталось, стоит предположить, что таких командировок будет больше. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Александр Демидов. Новости Балтачевский и Татышлинский районы.